В этот большой торговый центр по улице Муталиева ежедневно приходят сотни посетителей. При входе надпись о масочном режиме. Одно из главных требований соблюдено. Но что внутри? Первый магазин сразу радует глаз. Продавец в маске. При входе они тоже есть. Дезраствор также на месте. Все здесь указом главы республики. Вы, наверное, в курсе того, что данные ограничительные меры продлены. Нужно соблюдать масочный режим. Да. Мы видим у вас объявление. Во многих местах есть у вас маска. Есть средства антисептические? Так что клиентами тоже им маски предоставляем, когда у меня нет. А у вас запас маски имеется? Да, есть, да? Нужно чаще делать влажную уборку помещений, фиксировать журнал, свои вот эти... По словам администратора магазина, с правилами безопасности коллектив полностью ознакомлен. Все соблюдают строго, а вот посетители следовать им не торопятся. Приходится каждый раз напоминать. Маска приходит, бывает без масок, когда нет, мы подаем маски, чтобы не контактировать с такими людьми. Не прислушивается. Сейчас старается каждый себя защитить этим. В следующем магазине одежды также большинство требований Роспотребнадзора соблюдают. Необходимая табличка и средства индивидуальной защиты у входа. Персонал также в масках, даже несмотря на отсутствие посетителей. Замечание у сотрудников Роспотребнадзора только одно – нет разграничительных разметок. Эту информацию имеете. Вот. Правильно, что это все при входе стоит. Обязательно нужно будет разметки еще сделать. И потребители, которые к вам заходят, обязательно старайтесь, чтобы они не заходили в больших количествах, а по одному-два человека могли зайти, и вы их обслужили. А вот в кафе в этом же здании нарушений больше. Надписи о масочном режиме и запас средств индивидуальной защиты есть. Вот только персонал маски надел явно не как защиту. Журнала учета санобработки помещения нет. Мы видим, что маска у вас есть, но желательно, нужно эту маску одевать должным образом. Также имеется ли у вас запас масок? Антисептические средства имеются, да? Влажную уборку проводите? Это все нужно фиксировать в журнал. Те проверки, ту уборку, которую вы проводите, необходимо все это фиксировать, чтобы надзорные органы видели. В продуктовом магазине на первом этаже нарушения все тоже. Нет журнала санобработки. Обязательно нужно проводить уборку помещения. И журнал надо фиксировать. Просто то, что вы ее делаете, это не дает вам основания говорить, что вы ее делаете по факту. Для того, чтобы удостоверить это, необходим журнал. Есть у вас журнал? Ну что, уборки. Каким средством вы проводите уборку? Я не знаю. Нужно вести постоянно журнал. За несоблюдение предписанных правил безопасности в период пандемии предпринимателям и юридическим лицам грозит штраф. Выявленные нарушения в ходе рейда занесли в протокол. Уборка, влажная уборка. Влажная уборка. Журнал журнал периодичность этих влажных уборок. Мало состав, мало ручной кладешь, ручкой что обработка колес. Мало потребители с киргмалтиха тоже можете говорить ценя колеса. Ценя аллар пейнда стал журнал излачивал. Я забыл, наказание гицана в рамках административного кодекса об административном правонарушении, кодекса ценахаджа кайбову по. Рейдовые мероприятия в регионе проводятся на регулярной основе. Благодаря еженедельным инспекциям в большинстве торговых точках и местах скопления людей предписанные правила безопасности соблюдаются. В Роспотребнадзоре напоминают, главный призыв один на всех – не рисковать. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.